Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии», в которой мы собрали для вас самые интересные и актуальные события, заявления, комментарии и все, что происходит вокруг Абхазии, что может прямо или косвенно влиять на нас или иметь существенное значение. Итак, начнем. Вопрос сохранения абхазского языка – это чуть ли не самое главное, что интересовало президента Грузии Саломе Зурабишвили накануне парламентских выборов в Грузии. Она ни много ни мало выступила с видеообращением из президентского дворца и заявила буквально следующее, цитата. «Как президент Грузии и гарант ее конституции я несу ответственность за защиту абхазского языка. Это самая большая и в то же время самая тяжелая ответственность для меня. С того дня, как меня избрали президентом, я чувствую эту ответственность и во всех своих выступлениях, где это возможно, стараюсь подчеркивать этот вопрос. Я неоднократно подчеркивала жизненную важность сохранения абхазского языка и культуры не только на словах, но и на деле», заявила Зурабишвили. Надо отметить, что во всех грузинских СМИ специально отмечалось, что заявление это было, дескать, сделано в Международный день абхазского языка. Вслушайтесь, Международный день абхазского языка, о существовании которого в Абхазии ничего не знают. Что называется, опять без нас решили. Тиражируя это выступление Зурабишвили, заингурские СМИ взахлеб вспоминали о том, что абхазский язык внесен в так называемый атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения, составленный ЮНЕСКО. Абхазскому языку до исчезновения осталось всего 10-20 лет. Таков был основной посыл публикации после выступления Зурабишвили, которая также упоминала атлас ЮНЕСКО. А теперь об атласе. Давайте немного разберемся в этом вопросе. Абхазский язык действительно был включен в атлас ЮНЕСКО в 2011 году. На сайте организации значится, что атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения ЮНЕСКО, предназначен для того, чтобы привлечь внимание властей, языковых сообществ и широкой публики к проблеме языков, находящихся под угрозой исчезновения, и к необходимости сохранения мирового языкового разнообразия. Цель атласа состоит также в том, чтобы стать инструментом контроля состояния гибнущих языков мира и тенденций в языковом разнообразии на глобальном уровне. То есть все же главная цель этого атласа – это привлечение внимания к проблемам, к имеющимся опасным сигналам для языка. Это своеобразный призыв к языковому сообществу о принятии мер для того, чтобы язык был сохранен. Последняя версия атласа, изданная при поддержке правительства Норвегии, доступна на английском, французском и испанском языках, в которую вошел наш язык, содержит около 2500 языков народов мира. Для каждого языка в атласе указаны его название, уровень жизнеспособности и страна или страны, где на нем говорят. Вот это тоже интересный момент. Любой язык, который включен в этот атлас, имеет свой уровень жизнеспособности, что отмечено цветом на атласе. От белого цвета, который является и обозначается как vulnerable, что означает уязвимый. Это, так сказать, самый начальный уровень тревоги. Далее идут по возрастающей желтый уровень опасности, оранжевый, красный уровень опасности и черный уровень, что означает исчезнувший язык. Так вот, если подробно исследовать этот атлас ЮНЕСКО, ведь сказав А, надо сказать и Б, то становится очевидным, что абхазский язык отмечен белым значком. То есть ЮНЕСКО градирует его как язык, находящийся на первом начальном уровне опасности. Дальнейшее изучение этого атласа привело нас к еще более интересным подробностям, о которых почему-то Зурабишвили не упомянула. Например, оказывается, в Грузии существует аж 11 языков, которые включены в этот список ЮНЕСКО. Среди них, например, мингрельский, обозначенный, кстати говоря, желтым уровнем опасности. То есть, если считать так же, как грузинские ньюзмейкеры считают, то до полного исчезновения мингрельского языка осталось 5 лет. Примерно столько же осталось сванскому языку. Есть и такие языки народов Грузии, которые в оранжевой зоне опасности, то есть почти исчезли. Но почему-то из уст президента Грузии мы не слышим об этих языках ни слова. Ну правильно, зачем им думать о сванах или мингрелах? К чему это? Привычки заботиться о народностях и многообразию культур, когда это действительно часть твоей страны, в Тбилиси как не было, так и нет.
Разобрались с атласом. Гораздо интереснее те меры, которые предложила госпожа Зурабишвили для защиты абхазского языка от исчезновения. Перечисляем их по пунктам. Первое. Опубликована новая двуязычная редакция Конституции Грузии, грузино-абхазская. Второе. Осуществляется финансирование двуязычного литературного журнала. И третий пункт самый интересный. Один из залов дворца Эрбеляни переименован в Амра, что означает на абхазском «солнце». Вот оно оказывается, что нужно, чтобы защитить язык от исчезновения. Естественно, заявления Саломе Зурабишвили не оставили без внимания и в абхазском МИД. Характерно, что Зурабишвили рассматривает какую-то возможность обеспечить защиту абхазского языка без существования абхазского государства. По ее мнению, сохранить родной язык лучше всего можно без всякой государственности. Достаточно сделать ряд простых действий. Например, опубликовать грузино-абхазскую версию обновленной Конституции Грузии или издать двуязычный литературный журнал, отмечает МИД Абхазии. Президент Грузии, видимо, не задумывается над тем, чтобы сохранение абхазского языка при всех существующих сложностях лучше всего может обеспечить именно наличие абхазской государственности и абхазского этноса на протяжении многих лет подвергавшихся разного рода дискриминациям и притеснениям, апогеем которых стали действия Грузии по осуществлению геноцида абхазского народа в 1992-1993 годах, подчеркивает МИД Абхазии. Озвучиваемые Зурабишвили идеи, по мнению Сухума, больше соответствуют политике центрального правительства по защите языка какой-нибудь автономной республики или области, в связи с чем ей напомнили, что Республика Абхазия прошла этап автономного существования в составе Грузии и сегодня развивается в качестве независимого государства. Народ Абхазии не видит своего будущего в качестве автономной единицы в рамках грузинского государства, подчеркнул в очередной раз МИД Абхазии. Для того, чтобы обсудить так называемые грузинские меры по спасению абхазского языка и в целом поговорить о проблеме, мы связались с известным кавказоведом, лингвистом, профессором Джорджем Хьюитом. Здравствуйте, господин Хьюит. Здравствуй, Арифа. Господин Хьюит, президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление, в котором она заявила, что чувствует личную ответственность за сохранение абхазского языка. Также она предложила несколько методов для этого. Как вы думаете, выглядит ли это все серьезно? И верите ли вы в их хорошие и добрые намерения? Честно говоря, я был крайне позабавлен, увидев это выступление, посмотрев и послушав его. Это заявление грузинского президента, которое было сделано на грузинском языке. По крайней мере, та версия, которую я видел, определенно была на грузинском. Я считаю, что она, очевидно, адресовала выступление западным друзьям Грузии, которые таким образом вводятся в заблуждение, что грузины работают над этими вопросами еще со времен окончания войны 1993 года. Они создают иллюзию того, что Тбилиси ответственен за все, что происходит в Абхазии. Эта идея, что Грузия может иметь влияние на роль абхазского языка, что в Тбилиси могут воодушевлять кого-то на его изучение, все это, в моем понимании, несколько странно и причудливо. Что она говорила о публикации, это в принципе правда. Действительно, публикации есть, этим занимаются, но это вовсе не означает, что в Тбилиси несут ответственность за их издание. Например, если так взять, года с 1999 были грузино-абхазские публикации. Вот, например, коллекция этих 3 книжек «Абхазские сказки». Я просмотрел все эти публикации достаточно внимательно, как только получил их. И хочу отметить, что они полны ошибок и опечаток. И поверьте, это не те совсем публикации, которые заставили бы кого-либо в Абхазии обратить на них свое внимание. Недавно появилась вот такая вещь. Альбом открыток и фотографий, относящихся к Абхазии и абхазо-грузинским отношениям.
Это, надо отметить, красивая книга, и я не знаю причин, почему бы Тбилиси не продолжить издавать такие книги. Но другой вопрос, что я никак не могу понять, как это все отразится на сохранении абхазского языка. То же самое, кстати, можно сказать и об абхазо-грузинском и грузино-абхазском словарях. Вот как раз 2 тома этих словарей. Но если вы обратите внимание на то, кто составил эти работы, Тимураз Аглансаладзе является ассистентом и правой рукой Кетиван Амтатидзе, грузинского специалиста, который прекрасно разбирается в абхазском языке, что не мешает годами издавать ярые антиабхазские публикации. И вдруг появляется с подобными словарями, которые, конечно, сами по себе интересны для лингвиста или всех, кому интересен вопрос языков. Но все это не будет иметь никакого эффекта в Абхазии. Это хорошо, и я рад, что грузинский президент говорит, что абхазский язык нужно больше использовать, дать больший доступ к нему через современные методы коммуникации. Почему нет? Я лично не против, это хорошие идеи, но предполагать, что Тбилиси действительно несет какую-то ответственность, явно причуда. Много лет назад, даже перед войной, если Грузия проявила бы больший интерес к языкам меньшинств, вносила бы какие-то позитивные предложения для них. И, кстати, я говорю не только об абхазском языке, я говорю о мингрельском или сванском, который относится к грузинскому, а абхазский, кстати, нет. Тогда, возможно, абхазам это должно было бы дать больше уверенности в том, что любое заявление из Тбилиси о том, что они заботятся о языке, правда. И напомню, что в Грузии отказались подписать список Совета Европы по языкам, региональным и языкам нацменьшинств. Говорить в таком духе об абхазском языке и ни слова не сказать ни о мингрельском, ни о сванском, которые точно так же, как абхазский, есть в списке ЮНЕСКО исчезающих языков. Ну, как это сказать? Это всего лишь показательное выступление перед западной публикой, которая не знает и не хочет знать историю абхазо-грузинских отношений в 20 веке. Спасибо за такой детальный ликбез. И вот о чем другой вопрос. Она также упомянула атлас, составленный ЮНЕСКО, атлас исчезающих языков. Мы знаем также, что абхазский язык включен в него, и некоторые грузинские СМИ говорят о том, что абхазский язык исчезнет уже якобы через 10 лет. Как лингвист, как бы вы это прокомментировали? Да, как я и сказал, абхазский в Красной книге языков, которые находятся в опасности. И, конечно, то, что он обозначен как исчезающий язык, дает нам повод беспокоиться. Но не думаю, правда, что через 10 лет это произойдет. Это не молниеносная опасность, но в долгосрочной перспективе. К сожалению, гарантировать ничего нельзя. Несколько лет назад друг нашей семьи, которой, к сожалению, уже нет в живых, Эмма Килпа, кстати, это было на встрече в центре имени Даура Зантария, спросила меня: «Джордж, как ты считаешь, что мы должны сделать, чтобы спасти язык?» Я сказал: просто говорите на нем. Вы сами, Арифа, я знаю это, хорошо владеете языком. И без сомнения, причина этому то, что ваши родители говорили с вами на родном языке, когда вы росли. Точно так же, как моя супруга Заира тоже выучила абхазский, просто слыша его вокруг себя и дома. И вот это и есть тот самый способ. И надо всего лишь воодушевлять родителей, которые знают язык, не беспокоиться о том, что будут какие-то проблемы с будущим карьерным ростом для их детей, если они не будут знать русского. Русским можно довольно легко овладеть. Родители должны говорить со своими детьми по-абхазски как можно чаще и больше. И это главный посыл, который я хочу донести. И это ведь не сложно. Уверен, каждый ребенок сможет выучить. Разговаривайте со своими детьми так часто, как возможно, на своем родном языке. Большое спасибо за ваши ответы, господин Хьюитт. Могу ли я добавить еще одну вещь? Нам тут все советуют обязательно носить маски эти дни.
И я хочу показать вам, что вот так я выхожу теперь из дома, когда гуляю по улицам. В Донкастере сейчас введен высокий уровень опасности. И те из вас, кто имеет маски, носите их. А если нет, обязательно приобретайте и носите их. Абсолютно согласна с вами, и мы в эти дни обязательно носим маски на улицах города, когда куда-то заходим или находимся в людных местах. Это обязательно. Хорошо, я рад это слышать. Еще раз спасибо огромное, удачи вам. К другим темам. Больше месяца идет ожесточенная война в Нагорном Карабахе. Перемирие объявлялось уже трижды, и каждый раз обе стороны ее нарушали. Всякие дипломатические попытки остановить кровопролитие и прекратить огонь терпят крах одна за другой. Обе стороны обвиняются в незаконном применении кассетных бомб и боеприпасов при обстреле и бомбардировке городов. В этом и Азербайджан, и Армению обвинила правозащитная организация Amnesty International. Все, что происходит в Нагорном Карабахе, конечно, в первую очередь бьет по мирным жителям, гражданским людям, которые теряют в войне своих близких и родственников. Очень часто на территории Армении можно увидеть плакаты, на которых всего два обозначения – слово и цифра. Это означает имя и возраст очередного убитого солдата. Предлагаем к просмотру небольшой сюжет, сделанный русской службой BBC, в котором дана история простых людей, для которых война – повседневная реальность. Ոչ երեխա, ոչ տղա, ոչ աղջիկ, մի թակը յուղից չքնար, եթե մենք քնանք, այս պետք է միանա երեխա։ Տեղ քանի որ կռիվներ են, թողել ենք մեր տունը, ամեն ինչ։ Հիմա կռիվները նույնիսկ մեր գյուղն են արդեն վերցրել։ Ամեն ինչ թողել ենք, գիշերը ժամը 4-ին դուրս ենք եկել, այդպես էլի, ու եկել ենք տատիկից մոտ։ Այն եմ ցանկանում, որ դες բան չլի, խաղաղությունը լինի, ազգեր եք, իրանք ուշացք են մենք ուրիշ թեկուս շուտուցել այնպես ժամանակ մոտիկ են եղել, կամ դες կռիվներ իրար սպանել, դες բանը շատ ավել են հնում։ Բայց հիմա ժամանակը ես չեմ ցանկանում, որ մարդ սպանվի, լավ են, նրանց էլի ուզում եմ, ես չեմ ուզում, ոչ մի ազգից էլ չեմ ուզում, որ ստենց կռվի ժամանակ մահանա։ Наблюдая все происходящее в регионе, представители гражданского общества Абхазии также сделали заявление, которое отправили в Совет Безопасности ООН, в Европарламент, Совет Европы и Офис представителя Евросоюза на Южном Кавказе. В заявлении значится: происходящая в наши дни трагедия армянских и азербайджанских семей, теряющих самых дорогих людей в войне, заставляет вернуться на 30 лет назад, когда уходила в прошлое громадная советская империя. Очевидно, что и карабахские, и грузино-юго-осетинские, и грузино-абхазские конфликты стали результатом незавершившегося процесса распада Советского Союза. Однако, несмотря на крушение СССР, до сих пор продолжает действовать ранжирование бывших советских народов. Одни заслуживают свободу и независимость, а другие нет, даже если они стали жертвой агрессии. По словам тех, кто подписался под этим заявлением, ведущие страны мира формально взялись за решение конфликтов, вселив надежду в страдающих по разные стороны людей. Однако на самом деле они способствуют заморозке конфликтов, поскольку после кровопролитных войн восстановить территориальную целостность в бывших сталинских границах невозможно. Путь к разрешению конфликта через признание права на самоопределение на Южном Кавказе отвергается, несмотря на существующие в мире прецеденты, например, Косово. Проявляемое в этом отношении упорство фактически останавливает поиск рационального, основанного на современных реалиях пути к долгосрочному миру и сотрудничеству во всем регионе. Также представители гражданского общества в своем заявлении приводят позицию по этим вопросам выдающегося правозащитника современности Андрея Сахарова, который в свое время предупреждал о пагубности сохранения малых империй и призывал предоставить всем советским республикам, независимо от политического статуса, равные политические права для самостоятельного решения своей судьбы.
На этом сегодня все. Мы по-прежнему будем держать руку на пульсе событий и следить за всем, что происходит вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.